Всем привет! Есть те, которые не хотят изучать грамматику, но грамотно говорить хотят. Вот грамматика, она изучать еткisi келбейт, бирок грамотно сүйлөгүсү келет. Что делать? Например, ко мне приходит, говорит, мен грамматиканы өткүм келбейт, грамматика это скучно, можно я буду просто бирок мага грамотно сүйлөгүм керек, просто давайте будем общаться, разговаривать, сүйлөшө берели. И если я скажу неправильно, туура эмес айтсам, вы меня исправите. Туура да оңдойсуңар. И я хочу вот так научиться говорить. Это сүйлөшкүм келет. И потом происходит вот что. Я говорю, ну ладно, раз это ваше желание. Что происходит? Человек разговаривает и допускает ошибку. Например, я говорю, вот здесь надо говорить машину. Он говорит, ну ладно, да? И начинает говорить машину, да? О чем-то рассказывает. Я говорю, а вот здесь надо говорить машиной. А вот тут надо машинами. А вот здесь машины. Например, у меня нет машины, да? Он говорит, что происходит? Как мне узнать, что вот так, здесь именно машина, а здесь машина, а здесь машина? Происходит вот что. Без знания базовой грамматики, грамотно разговаривать очень трудно. Я не говорю невозможно, очень трудно. Например, базовая грамматика, вы знаете, когда говорить машину. Это пример, мисал. Вы знаете, когда говорить машиной, да? Когда говорите машинами. И если вы знаете, когда вот так говорить, значит, вот это стеснение, проблемы с речью, они исчезнут. Потому что вместо этого делит уверенность. Неуверенность откуда появляется? Отсутствие знаний. Билимдин жоктугу керектүү. Билим дегенде эмес эми знания, да, вот керектүү информациянын жоктугу, неуверенность появляется. Потому что вы не уверены. Точно кандай болоруна. А когда нужное знание, керектүү билим пайда болгондо, керектүү информация пайда болгондон кийин, вы уверены. Все. А потом уже придет уверенность. То есть без базовой грамматики очень сложно. Я в предыдущих видео говорила, грамматикасы үйрөнүп кетсе болот, если вы живете в той стране, которая изучает язык, допустим, тилди үйрөнүп ошол тилде сүйлөгөн өлкөдө жашайсыңар жалаң, и там проживаете около 5 лет, 5 жыл. Тогда вот без грамматики вы будете говорить. А если хотите быстро, батыраак үйрөнгүм керек десе, базовая грамматика. И что теперь значит базовая грамматика деген мен үчүн? Базовая грамматика это разговорныйга керектүү гана болгон грамматика. Там бир жолу чыйлет, баяндоож 2 жолу чыйлет, это не базовая грамматика. Разговорныйга ал грамматиканын в принципе кереги жок. База это именно разговорныйга керектүү грамматиканы базовая грамматика деп атаймын. И кроме того, у нас есть отличная новость. Кстати, жакшы жаңылыгыбыз бар. Мы начинаем книжный клуб. Книжный клуб, буга чейин проект 10, проект 20, проект 30, допустим, прочитай книгу, получи деньги, да, вот такие проекты мы открывали, и многие участвовали, көпчүлүгү катышты, көпчүлүгү пайда алды, көпчүлүгү выиграли деньги, акча уткандар да болду. А сейчас книжный клуб это сообщество, уюм. Вы туда входите, ну, по желанию, конечно, да, и у нас будут своего рода, я не хочу сказать собрания, да, или встречи, жолугушуулар болот. У нас есть место, без жолугабыз, со всеми, да, вот, жолугабыз. Книжный клубтун лозунгу так и звучит. Развитие, общение, вдохновение. Развитие, общение, вдохновение. Развитие. Здесь мы читаем книгу. Мы будем становиться лучше, развиваться, мы будем помогать друг другу, да. Общение, экинчи пункт. Общение мы будем делиться. И мне что узнали, что интересного было. Это уже мы будем общаться. И вдохновение это очень хороший шанс для тех, кто хочет обрести уверенность. Да, допустим, там будут своего рода открытый микрофон Дорбало, где вы можете сами выступить, ну, заранее подготовиться по желанию, да, выступить, делиться своими идеями, вдохновляться, будут тренинги своего рода, лекции, да, на какую-то тему, но определенно писал теманы заранее даярдалат, заранее айтылат, допустим, ушул жуманын аягында ушул темада жолугабыз, например, да, вот. И у вас будет возможность делиться, вдохновляться, помогать. Это сильное такое общение, вот, сильное, вот, допустим, окружение. Күчтүү чөйрө. Да, вот я вспомнила. Это был күчтүү чөйрө болот, где вот негативка жол жок. Мы будем читать книгу, развиваться, общаться, вдохновляться, помогать друг другу.
Вот такого рода. Так, бүт ссылканы ылдыйда калтырамын. И книжный клуб боюнча, и ошол жаңы проект боюнча все ссылки внизу оставлю.